Всем здравствуйте, компания Прогресс Авто. Сегодня у нас на обзоре Yanmar FX18D. Только-только прибыл к нам из Японии с аукциона. Беспробежный по России трактор. Давайте осмотрим его со всех сторон. Оценим его внешний вид, который довольно-таки неплохой. Ну и, как всегда, перейдем к более подробному рассмотрению. Шины относительно неплохие. Конечно, кое-где имеются небольшие растрескивания. Вот это видно здесь, вдоль обода диска. Но ничего страшного. Всегда говорил и буду говорить, что колеса вы можете тоже приобрести у нас, но когда-нибудь их придется менять. Переднее колесо имеет немножко побольше растрескиваний. И по правому борту переднее колесо также имеет растрескивание. Вот такой вот он к нам пришел из Японии. Кстати, многие наши клиенты сомневаются в том, что трактор мало работал, потому что якобы на шинах имеются растрескивания. Так вот, я вам скажу, что растрескивание на шинах возникает не от сильной работы, не от упорной нагрузки на трактор, а от того, что трактор стоит, шины от этого, собственно, и рассыхаются. Шинам нужно работать, чтобы они были в хорошем состоянии, чтобы они не растрескались, не рассыхались. Перейдем к фрезе. Фреза у нас на 1,30 м, крепится на трехточечном навесном. Посмотрим на состояние ножей. Ну, вы все видите сами. Небольшой износ есть, но ничего страшного. Ножи — это также расходники. Когда-то их придется менять, а приобрести ножи вы сможете у нас. Вот вам адрес Благовещенский, телефоны. По телефону можете узнать адрес нашего филиала в вашем городе, или же узнать про доставку в ваш населенный пункт. Слева направо пойдемте в салон. Здесь у нас, естественно, педаль сцепления, вал отбора мощности. На каждом тракторе, кстати, вал отбора мощности маркируется вот такими буквами ПТО, поэтому для тех, кто не знал, такая информация может быть полезной. Естественно, гидрокран, раздатка трехскоростная, блокировка заднего дифференциала. И вот так вот интересно у нас коробка передач, точнее селектор коробки передач расположен. Нейтралка, 3 скорости вперед и задняя скорость. Умножаем на 3 передачи на раздатке, получается 9 передач вперед и 3 передачи назад. Сдвоенный тормоз, ножной газ, стояночный тормоз и, естественно, ручной тормоз. При помощи вот этих вот рычажков мы управляем фрезой. Это у нас поднятие, опускание фрезы и заглубление фрезы. Здесь она зафиксирована барашком, то есть вы также можете выставить необходимую вам глубину, зафиксировать барашком, и фреза ниже этого уровня не опустится. Ну, перейдем к самому интересному, а именно к запуску трактора. Кстати, посадка довольно-таки удобная, места много и для ног, и залазить довольно-таки комфортно в него. Давайте запускать. Выжимаем сцепление и запускаем трактор. 956 моточасов у него наработка. Это относительно немного. Вот, но, в принципе, это видно и слышно по состоянию и работе двигателя. Работает ровно, без каких-либо лишних звуков. Давайте взглянем на сам двигатель. Он у нас вот здесь вот за боковой крышкой. Трехцилиндровый дизельный мотор. Потеков никаких нигде нет. Работает ровно, так как он и должен работать. Вот такая вот сегодня у нас
Интересный трактор Yanmar FX18D. Он может стать вашим, мы можем отправить его в ваш регион, в ваш город. Для этого вам достаточно просто позвонить нам. Это компания Прогресс Авто. Всем всего самого лучшего. Пока.